каждый день, пока Келимбетова не увидим. До резиденции невозможно дойти. До Келимбетова не добраться. А Ким вообще у нас велосипедистом стал. Вы когда будете уже на народ обращать внимание? Давайте сюда первого зама. Давайте сюда. Не нужно прав потребителей, права граждан в первую очередь. Вытаскивайте сюда первого заместителя. Хватит нам. Имеем? Мы граждане Казахстана. Давайте спокойно. Вы знаете, не надо нам спокойно. Извините меня. Да мы уже устали вашими обещаниями. Вот уже по горло. Не надо, давайте сюда. Еще сейчас без еды останется. Все, давайте сюда. Давайте сюда первого заместителя. Не надо бояться народа. Хватит уже, давайте. Кредиты списывайте, все, хватит. Кредиты списать. Надоело уже. Например, в Казахстане можно нормально жить? Зачем обдурите, зачем обманываете? У меня, например, 60 лет, я до сих пор, например, без квартиры, без ничего живу. Зачем обманывать нас? Такой обман ложный, это нам не нужны. Нам давайте достойно. Мы что требуем, этого делайте. Вы представьте, пожалуйста. Если вообще так жалко советуете, а вы кто вообще? Давайте меня не будем поворачивать. Нет, вы кто? Все, хорошо, давайте все, я сейчас вам представлюсь. Я сразу представлюсь, когда вышел. Я являюсь директором департамента организационной работы внешних и общественных связей Национального банка Терентьев Александр Леонидович. Моя задача, которая сейчас принять ваше обращение, официально его зарегистрировать и передать для дальнейшей работы руководству Национального банка. Хватит, нет, пожалуйста, Александр Терентьевич, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Мы вам эти заявления носим уже 7 лет, хватит уже писать. Пора решать наши проблемы. Хватит уже, президенту пишем, Нацбанк пишем. Где ваш Марченко? Не верим уже, где ваш Марченко? Никакой Нацбанк не верим, мы никого не верим. Келимбетов говорил, что девальвации не будет, что все будет нормально. Или вы не в курсе? Где его обещание? Где его обещание? Он месяц назад вы живете нормально, а мы ничья. Нам чем вообще женщины вот вам задают вопрос, как продукты кормить? Ответьте, пожалуйста. Келимбетов сказал, девальвации не будет. Это его слова? Его слова. Так где это обещание? Где? Нет, хорошо, это понятно, что я понимаю ваше возмущение. Ну? Вот поверьте мне, я нахожусь в такой ситуации, как и вы. Ничего вот подобного. Ну хорошо, вы можете не я пенсионер, ко мне в карман залезли, меня грабят. А вас я сомневаюсь, чтобы вот так вот с вами обращаться. Вы можете сомневаться сколько угодно. Давайте так, наша ситуация, которая сложилась. Сейчас разъяснить позицию Нацбанка выбить председатель комитета по защите прав потребителей. Не нужны нам, не нужны права в первую очередь граждан, не надо. Не нужны, я выполняю свою работу, я к вам вышел. Я готов. Да не надо, давайте запустите, мы имеем право пройти в помещение. Давайте заходим, мы что, бездомные что ли? В конце концов, в своей стране находимся. А кого вы там Почему прячете? нельзя принять людей? Заводите в помещение, давайте разговаривать, уже надоело. Почему не подойти к резиденции, не подойти, в Нацбанк не подойти? В Казахстане, в гостеприимной стране мы живем. Безусловно. Вот запустите нас туда, в чем дело? Чего не запустите? Я всегда людей, мы там встречались, заявления оформляли. Все люди, которые приходили, мы там с ними Вы хоть встречались. одно заявление решили по одному заявлению? Ни одного. Кредиты 7 лет висят. Вы почему, скажите, Нацбанк, почему банки второго уровня списали кредиты, как форс-мажор? Кому списки до сих пор нет? Почему все висят, все другие граждане? Почему повыворочно списываете? Почему не решаете проблемы с безработицей? Люди не возвращают кредитные займы банкам только потому, что нет работы. Обеспечьте. Распродала власть все. А где людям работу брать? Извините, уже центры создаются по бездомным. У вас совесть есть или нет? У нас что, как в Китае 2 миллиарда, что ли? Нас всего там горстка 15 миллионов. Не можете обеспечить. Не хотите работать? Пускай власть подает в отставку. Надоело уже. Вы хотите, как Украина, чтобы как Украина мы заявили, импичмент вам? Надоели вы все. Не можете по-хозяйски, пусть бабу в руки возьмут власть. Не можете распределять наши активы. Дайте нам тогда прибыль от нефти. Мы молчим, столько лет уже надоело. Мне стыдно глаза своим детям смотреть. Вытащите сюда президенту. Я скажу ему, не боясь все это в глаза. Но они боятся. Они вот, посмотрите, отцепили. От кого они вас прячут? От народа, что ли? Я же пришел. Это вы только пришли, потому что вы ничего не решаете. А нам нужен только тот, кто решает. Зайдем, может быть, Зайдем, чтобы нормально по-человечески. У вас есть зал? Господин, сюда! Келимбетова сюда! Келимбетова сюда! Келимбетова сюда! Нет, куда они спрятались-то все?